Коми готова активно участвовать в наполнении грузами Северного морского пути. Об этом глава республики Владимир Уйба заявил во время совещания по организации регулярных судоходных контейнерных линий и каботажных перевозок по маршруту Санкт-Петербург-Владивосток. Провел его зампред правительства России Юрий Трутнев. Для нашего региона организация контейнерных перевозок по Северному морскому пути – крайне важное направление, ведь оно даст новый импульс развитию экономики и поможет кардинально нарастить промышленный потенциал. Напомним, прошлым летом Коми стала первым субъектом арктической зоны Российской Федерации, оказавшим в инициативном порядке помощь Русатомкарго по анализу потенциала формирования обратной грузовой базы, необходимой для окупаемости Северного морского пути. Решение сегодняшней задачи по организации регулярных судоходных контейнерных линий и каботажных перевозок по маршруту Санкт-Петербург-Владивосток – это так называемый Большой Северный морской путь, считаю критически значимым условием для решения задачи завтрашней – раскрытия промышленного, логистического, транзитного и сервисного потенциала как Республики Коми, так и субъектов Российской Федерации, располагающихся южнее нашего региона и не имеющих прямого выхода к морю, но имеющих разветвленное транспортное сообщение с Республикой Коми, что позволит нам совместно сформировать нужный для окупаемости Северного морского пути объем обратной грузовой базы, а также даст нам выход на Большой Северный морской путь. Так, в Коми значительный потенциал для заполняемости контейнерных перевозок в деревообрабатывающей промышленности. Высокий он и у минерально-сырьевой базы региона. Только по первичной оценке республика способна формировать не менее 10% всего объема обратной грузовой базы. В то же время для ее вывоза нужно расширение транспортного сообщения для подхода к портам Северного морского пути. Для Коми базовые инфраструктурные проекты по расширению таких коридоров Северный широтный ход и Баренц-Камур со строительством порта Индиго. Так, первый позволит снизить затраты на транспортную составляющую для вывоза нефти и газа на азиатском и европейском направлениях. В рамках проекта будет создано более 2000 рабочих мест, 2/3 из которых придутся на наш регион.